Приветствую всех на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в смарт-библиотеке на 203-м микрорайоне. Наверное, многие горожане и гости столицы наслышаны о том, что очень много мероприятий здесь проходит, очень много проектов реализуется. Вот как раз-таки о них подробно мы сегодня будем говорить. Находимся мы, собственно, в самой библиотеке. А подробнее сегодня поговорим о цифровой грамотности. Но для начала хочу представить вам Розалию Ксенофонтову. Роза, добрый день. Здравствуйте, Катерина. Расскажите нам, какие проекты, реализуются. Мы знаем, что их очень много и они очень полезны для населения, вот как для маленьких возрастов, вплоть до плюс 60, можно Да. сказать. Вообще смарт-библиотека — это место креатива, это творческая площадка, можно так сказать. И в первую очередь, конечно же, это место знаний, где люди разного возраста, начиная там с совсем маленьких детишек, заканчивая нашими пенсионерами, здесь могут пообщаться, получить лекции, знания от приглашенных лекторов, так и от самих наших специалистов. И мы вообще работаем по 6 основным нашим проектам. В первую очередь это проект «Библионяня», который охватывает у нас самых маленьких наших посетителей от 0+ и молодых родителей. Этот проект у нас призван поддерживать молодых родителей. Специально для них проводятся встречи с докторами, врачами по разным темам о том, как, например, делать массаж детям, что делать с отставанием речи. И здесь получается, молодые родители вместе с детишками могут получить такие знания. Есть по подготовке к школе у нас какие-то мероприятия тоже, занятия. И получается следующий проект, охватывающий у нас уже чуть более старший возраст, это библиопсихология и проект для подростков. Мы все знаем, что подростковый возраст — это такой возраст, когда дети начинают думать, кто они, кем они могут стать, что для них мир окружающий, и специально для этого мы проводим, конечно же, профориентационные встречи. Встречи с психологами, Встречи с психологами, с представителями разных профессий. В конце этой недели как раз пройдет первый очень большой проф-квест, куда будут приходить представители разных профессий, и дети прям окунутся, смогут задать интересующие вопросы, и все это пройдет в очень таком новом формате. Следующий проект — это у нас театр, это искусство, музыка и проект краеведческий, это ЮЕ-арт, который объединяет в себя очень много разных направлений, и призван он познакомить население, людей разного возраста с тем, что такое краеведческая литература, как развивается искусство, музыка в нашей республике, то есть это и история, и современность. Здесь у нас проходят выставки разные художников, мы выставляем. Наша большая вообще мечта — это чтобы наша библиотека стала пространством, где смогут молодые художники современные здесь выставляться. И совсем недавно у нас даже открылся фонд по искусству и музыкальная гостиная, то есть все желающие могут прийти, поиграть на фортепиано и посмотреть, воспользоваться книгами в читальном зале. Уникальный фонд у нас от Музея современного искусства «Гараж» открылся совсем недавно. Следующий проект большой — это у нас финансовая грамотность, которая охватывает детишек дошкольного, школьного возраста и взрослое население, и также тоже пенсионеров. В рамках этого проекта у нас есть мультики, анимационный сериал «Финансики», которые тоже в Якутии-24 показывали у нас. А это у нас занятия, это курс для подростков, которые хотят стать предпринимателями «Мой первый бизнес», это постоянные лекции у нас с волонтерами финансового просвещения и, конечно же, фестиваль финансовой грамотности «Серебряные нить» для пенсионеров. И вот, наконец, мы пришли к теме нашего сегодняшнего разговора. Это цифровая грамотность, это тоже один из самых больших проектов нашей библиотеки, и вообще в скором времени этот проект станет сетевым, то есть будут все 18 библиотек нашего города работать по этому проекту. Почему? Потому что вообще цифровая безопасность, цифровая грамотность — это приоритетные направления, которые реализуется по всей нашей стране, и один из больших блоков в этом проекте является цифровая безопасность, потому что мы все знаем, что
Мошенники придумывают ежедневно разные способы, очень много людей попадается на эти уловки. И особенно вот чаще подвержены люди преклонного возраста, да? Преклонного возраста, это наши пенсионеры, и в зоне риска еще и подростки, потому что у них нет достаточного жизненного опыта, чтобы понимать, что существуют какие-то уловки. Все хотят сегодня зарабатывать много и быстро, и очень убедительными бывают, и даже работники банковской сферы нам говорят о том, что не всегда даже профессионал может разгадать, и что уж говорить о людях, которые, например, никогда не интересовались, например, финансовыми какими-то вопросами, да, и так далее, и поэтому мы уделяем этому большое внимание, начинаем работать с Национальным банком Республики Саха-Якутия, и в рамках вот нашей цифровой грамотности есть занятия для детей по анимации, мы их учим создавать свои мультики, да, у нас проходят фестивали по IT-направлению, и для пенсионеров у нас 2 курса, это компьютерная грамотность и мобильная грамотность. Ну, я знаю, что эти курсы очень популярные, да, очень много людей приходит, да, на них, и знаю, что прямо сейчас как раз-таки идет одно из таких занятий, да. Давайте отправимся, посмотрим, да, что там сами. Если мы делаем обычно анонсы о том, что у нас начался новый набор курсов, то вот цифровая и компьютерная грамотность, мы даже не успеваем запустить анонсы, потому что люди друг у друга узнают, и вот этот курс сейчас скоро закончит, да, и у нас будет новый поток, и, насколько я знаю, группа уже почти полная сейчас. Ну все, давайте зайдем, посмотрим, да. И вот сейчас идет занятие по компьютерной грамотности. Рада представить вам нашего руководителя проекта по цифровой грамотности Кюней Борисова. Спасибо, Роза. И мы, собственно, хотим познакомиться, да, с Кюней. Кюней, здравствуйте, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как давно проводятся вот курсы, да, как вы специально вот учились, да, как вообще идет контакт с людьми? Расскажите, поделитесь с нами. В рамках нашего проекта «Цифровая грамотность» у нас ведутся для людей старшего возраста мобильная и компьютерная грамотность. Мы ведем этот курс уже 4-й год подряд, непрерывно. Ну вот что, с чего начинаете, да, обычно курсы? Это какие-то вот специальные программы, что конкретно вот, да, чему конкретно обучаются? По мобильной грамотности у нас получается полезные для повседневной жизни приложения, а по компьютерной грамотности обучение, например, персональному компьютеру, из чего оно состоит, офис-программы, Word, Excel, PowerPoint, передача файлов с помощью флешки, например, смартфона, работа с браузером Google Chrome, как найти информацию, сохранять картинки и так далее. Ну вот что чаще всего, чем больше всего интересуются, да, вот, скажем так, наши студенты, да, что больше всего хочется познать в первую очередь, наверное, уже можете, исходя из опыта. Самая актуальная проблема — это у нас портал госуслуги, как записаться к врачу, да, там отправить справки и так далее, вот, документооборот. А вот по какой причине приходят сюда люди, да? Обычно мы знаем, что помогает более молодое поколение, да, в семье, там, да, вот почему? Потому что нет такой возможности, возможно, да? Да, конечно, нет возможности. Как раз на нашем курсе они, благодаря обучению, вот, самостоятельно уже могут пользоваться сетью интернета, искать свою информацию, общаться в интернете. Да. И между собой, наверное, общаться. Да, общаться, конечно. Вот дружно мы учимся. Расскажите, что сегодня вы проходите? Что? Сегодня у нас крайняя неделя. Сегодня новая тема занятия — это PowerPoint, создание презентации на разные темы. Допустим, у нас в примере сегодня у нас скандинавская ходьба. Чем польза, там, атрибуты и так далее. Может быть, прямо на примере вы покажете, да, расскажете. Вот я вижу на экране, да? Вот как раз сегодня мы работаем в программе PowerPoint. Мы открыли нашу презентацию, то есть создали 5 слайдов. Это у нас получается первая
заголовок слайда на тему «Скандинавская ходьба», и в подзаголовке мы написали свое фамилия, имя, отчество. На втором слайде у нас уже идет польза скандинавской ходьбы и идет уже текстовка. Текстовку мы скопировали текст с интернета и вставили в наш слайд уже. Получается. И в третьем мы сейчас как раз пробуем скачать изображение с интернета и вставлять на наш слайд. А сколько примерно, да, по продолжительности длится занятие, да, и сколько часов в неделю вы занимаетесь? Курс у нас длится 1 месяц, и в нем всего 8 занятий, 2 раза в неделю. Ну, 1,5 часа где-то в основном идет занятие. Ну вот Розалия, да, сказала, что эти курсы, занятия очень популярные, да, распространяются информация как по сарафанному радио, да, все больше и больше людей, желающих, приходит. Всем ли хватит места? Я думаю, что телезрители посмотрят и тоже, возможно, многие захотят посетить эти курсы. Да, наш класс полностью оборудован технологиями, 12 посадочных мест персональных компьютеров, также у нас есть экран, проектор, все у нас есть. Для записи вы можете обратиться в смарт-библиотеку здесь, да, по адресу Ларионов 12А, либо в школе 3-го возраста записаться на наши курсы. Мы всегда будем рады. Спасибо вам большое. Я думаю, что можем пообщаться, да, уже с самими учащимися, да, и узнать вот из их опыта, чему конкретно они научились здесь, на этих курсах. Любовь Антиповна, расскажите, вот что вас привело на данные курсы, да, и как давно вы сюда ходите? Я пользовалась, и интернетом пользовалась, и компьютером пользовалась, и телефоном пользовалась, да, но все равно я чувствовала, что у меня недостаток знаний. Я пользовалась как партизан. У меня были отношения вот с этими предметами, как партизанская война. Тут выхвачу, там выхвачу, тут взорву, тут не взорву, да. И у меня вот всегда было желание, чтобы все это упорядочилось. И вот когда пришла вот в смарт-библиотеку и услышала, что есть такие курсы, я пошла, записалась и, слава богу, попала. С большим удовольствием, да? Да, и пришла, с большим удовольствием пришла и с удовольствием занимаюсь, потому что на каждом занятии я получаю что-то новое. И вот именно, так как я и раньше пользовалась, у меня не глобальные вот такие знания появились, да, все-таки я же была знакома с этой системой, да. Все-таки база была какая-то. Да, база у меня была, потому что я и работала вот с этим, да. Это намного легче, наверное, да, понимать. Да, у меня база была, поэтому понимать хорошо. Я накладываю на это вот что-то новое, да. И самое главное, что у меня вот эти вот знания как-то упорядочились, да. Уже у меня не чувство такое, что ой, где взорвется сегодня, где буду я шариться сегодня, такого нету как-то, более-менее спокойно. Но это не совсем ушло, мне кажется, еще надо дальше учиться этому. У меня такое чувство появилось. Как вообще оцениваете занятия, да? Все ли понятно? А если непонятно, то, наверное, все равно до конца хорошо объясняют вам преподаватели, да? Я поняла, что вот на этих занятиях что обучение пожилого возраста отличается от того, как обучать детей. Потому что, как обучать детей, у меня, свои внуки, там, ребенок, поэтому я знаю, как обучать детей, да. Это вот, когда ребенка обучаешь, то надо создавать колею, как будто бы, да, правильную колею. А тут, оказывается, мы собираемся, пожилые люди, когда у своих уже своя колея. И особенность, заключается в том, чтобы вот эту вот колею как-то чуть-чуть немножко сдвинуть в правильную сторону, или вот в эту колею чем-то украсить, или в эту колею что-то добавить, да. И вот в этом отношении вот у Кюнне Николаевны, нашего преподавателя, большой навык, мне кажется, да. И она, мне кажется, наделена вообще педагогическими способностями. Да, и поэтому и она находит каждому индивидуальный подход. В начале как-то, когда собрались, были какие-то, вот это вот не знаю, вот это вот не знаешь, да. А потом тихонько вот к концу курса как-то мы все успокоились, потому что в течение этих занятий каждый получил уже индивидуально, в чем его недостаток вот в этой области, да. Любовь Антиповна, что бы вы пожелали телезрителям, да, которые, может быть, тоже захотят прийти на такие курсы, может быть, где-то волнуются, где-то стесняются, где-то вот не хотят?
Ну, мне кажется, надо прийти, вот много же, мне кажется, таких курсов, потому что я знаю, что при ЕГУ было, да, вот. Раньше я занималась тоже, да. Наверное, надо узнать такие точки и прийти и записаться. И немножко подождать иногда приходится, видать, да. Сейчас, мне кажется, спрос большой, потому что вот на последний курс, когда я записывалась, мне сказали, что там человек 40 уже записалось. Нет, когда я записалась, было мало народу, да, а когда вот подошло уже ко времени вот занятий, да, уже там, оказывается, уже 40. А я попала в число счастливых 12 человек, которые вот попали, так что я счастлива. Повезло, да? Спасибо, Любовь Антиповна. Вам удачи, конечно, в дальнейших, да, успехов вам. Спасибо. Еще можно добавить? У меня вот снялся, у меня же был страх. Вообще же вот у тех, кто родился до появления вот этих вот этих технологий, у нас страх перед этими вот гаджетами, да. Я даже вот помню женщину, которая вот впервые, когда знакомилась с сотовым телефоном, когда он пищал, ну вот смс же приходит, он пищит, и она боялась, вдруг это устройство, вдруг он взорвется, и положила его в кастрюлю, закрыла крышкой и даже кирпичом надавила, чтобы если в случае взрыва там ничего не произошло. Вот от таких курьезов у нас происходило. Но теперь мы немножко вот тихонько привыкаем, но все равно как-то там есть страх, что не ту кнопку нажмешь, и вдруг все сотрешь, все свои старания, или что-нибудь такое непоправимое сделаешь, что все, уже ты все испортил. Есть страх. И вот этот вот, а Кюне Николаевна говорит, нажимайте, и так спокойно, и так, ну, как-то чувствуется, что можно. Не бойтесь. Не бойтесь. Можно исправить. И вот это вот чувство ко мне передалось. И сейчас у меня вот страх вот стал, ну, меньше. Я не скажу, что он совсем ушел, да, потому что я думаю, что же программ много, потом жизнь же меняется, все течет. И я думаю, придут еще новые программы, что-то новое придет. С этими тоже придется знакомиться. Знакомиться, учиться. Учиться, знакомиться, пользоваться этим, да. И поэтому, ну, вот страх стал меньше, я за это очень благодарна тоже, конечно. Здорово, мне кажется, самый главный такой. Ага. Ну да, одно из главных. Ну а потом моя партизанщина как-то вот, ну вот она свернулась немножко, да, и я сейчас вот понимаю, что мне надо начать где-то вот ну если что-то новое, то надо вот, ну в этих технологиях, да, пойти со снов узнавать, ну, прийти к более знающему человеку, посоветоваться с ним, да, вот так. Это сколько примерно по времени ушло, получается, от избавления от партизанщины вашей? Я вот месяц же я занимаюсь тут. Вот 2 месяца я занимаюсь, потому что вначале я прошла курс по ликбезу, там всего 2 месяца, да, у меня. Ну, это же много, мне кажется. Мне кажется, это достаточно. Это здорово, что за такой короткий срок вы уже избавились от каких-то тех или иных страхов. Я не говорю, что я совсем избавилась, да, но Вы на пути уже к этому. я хотя бы поняла, что не надо вот из-за страха вот брать и там нажимать всякие кнопки, да, вот надо вот соображать и делать планово. Спасибо большое. Вам удачи. Спасибо. Павел Павлович, а как давно вы занимаетесь на этих курсах? Месяц уже занимаемся. И какие успехи у вас? Конечно, вы как видите, уже сколько. Очень хорошо учат здесь. Бесплатно. Что еще надо? Так что мы в возрасте люди 65-75 лет. Так что нам в современной жизни надо без этого никак не обойтись, поэтому мы учимся. Кто знает, тот восстанавливает. После разной болезни мы появляемся. Так что очень хорошее занятие компьютерной грамоты. А вот вас что побудило сюда прийти? С какой целью вы сюда пришли? Именно научиться хотя бы свободно писать, что-то сделать, рисовать. Да, и так что мы люди пожилые, но мы еще молодые, мы дальше даже хотим это дело все освоить, и для этого мы и пришли.
То есть учиться, также узнавать новое, Да, да? да, да, да. Никогда не поздно. Никогда не поздно. Учиться, учиться, учиться. Вы Так. такой молодец. Павел Павлович, расскажите, пожалуйста, вот что нужно для занятия, да? Вот я вижу у вас тетрадь, рабочая тетрадь нужна. Что еще с собой нужно принести? С собой ничего не надо прийти. Но тетрадь, конечно, само собой, ручку, конечно, и как пожилые люди, очки. А так все здесь есть, потому что очень удобно. Так что с собой ничего таскать не надо. Просто вовремя прийти, вовремя учиться и все. Вот так. Спасибо большое. Удачи вам, успехов. Что-то Мы- хотите, может, пожелать? Мы желаем, конечно, Гюнде Николаевне больших успехов. Она молодая, нас учит только так. Так что мы хотим еще благодарственное письмо дать. Вот. Ух ты! У нас Гюнде Николаевне. Кюней Николаевна, Вот. мы сейчас вот стали Письмо. свидетелями такого трогательного Вас там момента. сурок приготовили. Спасибо. Да. Вот. Все расписались. И вот что у нас здесь указано. Вот. Так что. О, спасибо вам. Неожиданно. Вот. Нет, еще не все. А это еще не все. Спасибо. Вот наше еще изделие. Это натуральная береза, паттинская береза, якутская. Вот из него сделал. Я сам лично делал. Вот и мне вот это дарим. Спасибо. Вот так Всем вот. огромное. Так что удачи, успехов и здоровья. Спасибо. Это здорово, да? Вот так вот мило. Вот. Ага, спасибо большое. Всем успехов желаем, конечно же, да? Ага. Вот такая вот благодарность за труды преподавателю, значит, действительно все довольны, да, получается. Конечно, довольно. Да, конечно, довольны. Мы желаем всем успехов, да, дальнейших, продолжать учиться, осваивать новые технологии, не забрасывать это дело, да, ну и, конечно, приглашаем всех желающих на курсы цифровой грамотности в смарт-библиотеку. На этом наша программа подходит к концу. Желаю вам отличного дня и увидимся на телеканале Якутия 24 еще где-нибудь в следующий раз.